Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана завершил рабочий визит в Москву. В Ашхабаде почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Посольство Туркменистана в Лондоне провело торжество к 300-летию Махтумкули и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов вернулся в Ашхабад, завершив рабочий визит в Россию, в ходе которого он в качестве почетного гостя принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Утром 9 мая в назначенное время президентский кортеж прибыл к зданию Кремля, где главу Туркменистана тепло приветствовал российский лидер. Из Кремля президент Сердар Бердымухамедов направился к месту проведения торжественного военного парада – центральной трибуне на Красной площади. По завершению военного парада, по сложившейся доброй традиции, главы государств возложили цветы к могиле неизвестного солдата. По завершению торжественных мероприятий президент Сердар Бердымухамедов проследовал в аэропорт Внуково-2, откуда вылетел в Ашхабад. В Лондоне состоялось торжественное мероприятие, посвященное 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Мероприятие было организовано посольством Туркменистана в Великобритании. В ходе торжества были прочитаны стихи туркменского классика, а также показаны видеоролики о развитии Туркменистана и творчестве Махтумкули Фраги. После официальной части гости посетили выставку произведений Махтумкули Фраги, туркменской национальной одежды, украшений и образцов декоративно-прикладного искусства туркменского народа. В Ашхабаде на территории совместной туркмено-российской общеобразовательной школы имени Пушкина состоялось традиционное шествие бессмертного полка, в котором приняли участие более 1000 человек. Ученики, их родители, преподаватели, представители общественности и дипломаты российского посольства. Делегация Туркменистана во главе с представителем Государственного банка внешнеэкономической деятельности Рахимберди Джапаровым приняла участие в 13-м международном инвестиционном форуме и выставке в Абу-Даби. В рамках форума туркменская делегация провела ряд двухсторонних встреч с партнерами из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и ОАЭ. На встречах обсудили вопросы развития экономических отношений, эффективного использования природных ресурсов, развития энергетических рынков, привлечения инвестиций в масштабные проекты, а также рассмотрели новые механизмы контактов по повышению производительности на месторождениях, внедрение экологически безопасных производств, инновационных технологий и ноу-хау. В рамках мероприятий, проводимых в Туркменистане в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, ветеранам войны, трудившимся в учреждениях агентства «Туркменсвязь», были вручены букеты цветов, денежные и ценные подарки от имени президента Туркменистана. Валентина Жирдова и Маргуша Ариева, проработавшие десятки лет в сфере связи, выразили благодарность президенту Туркменистана за постоянную заботу о благополучии семей участников Великой Отечественной войны, а также за создание всех условий для достойной жизни ветеранов. В городе Аркадак 5 и 6 июня состоится международная научно-практическая конференция «Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты развития углеводородных месторождений». Мероприятие соберет на одной площадке ведущих специалистов нефтегазовой отрасли, ученых и представителей международных организаций для обсуждения актуальных вопросов, связанных с будущим энергетики. Конференция пройдет в очном и онлайн форматах. В настоящее время открыта регистрация участников. На юбилейном саммите Евразийского экономического союза, прошедшем в Москве 8 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал государства-члены организации присоединиться к транспортному коридору между Центральной Азией и странами Персидского залива. Для входа на рынок Персидского залива предлагаем государствам-членам экономического союза, Казахстан это уже делает, присоединиться к Ашхабадскому соглашению о создании международного транспортного коридора, сказал Токаев. По его словам, главным условием налаживания долгосрочной интеграции является наличие стабильных транспортных связей с внешними рынками. Впервые за 193 года своего существования старейший мужской клуб джентльменов Лондона «Гаррик» открыл свои двери для женщин. Решение было принято членами клуба, среди которых король Карл III, Стинг и Бенедикт Камбербэтч.
До недавнего времени женщины могли посещать Гарик только по приглашению и в сопровождении мужчин. Однако в марте 2024 года группа известных женщин-юристов выступила с требованием изменить эту устаревшую политику. Их инициатива нашла поддержку. Почти 60% членов клуба проголосовали за изменение правил. Байер сыграл в ничью с Ромой в ответном полуфинальном матче Лиги Европы и по сумме двух встреч вышел в финал турнира. Встреча прошла в Ливеркузене и завершилась со счетом 2-2. В текущем сезоне Байер не потерпел ни одного поражения. Команда под руководством испанского тренера Хаби Алонсо не проигрывает на протяжении 49 матчей. В финале Лиги Европы она сыграет с итальянской Атлантой, которая по сумме двух встреч одолела французский Марсель. Действующим победителем Лиги Европы является испанская Севилья. Финальный поединок текущего розыгрыша состоится 22 мая в Дублине. Определились финалисты и в Лиге конференций. Ими стали греческий Олимпиакос и итальянская Фиорентина. Клуб из Пирия в полуфинале обыграл английскую Астон Виллу, а фиалковые оказались сильнее бельгийского Брюгге. Финал нынешнего розыгрыша Лиги конференций пройдет 29 мая в Афинах. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.